Мало кто знает историю об остроумном путешествии испанских баранов, которые, совершив переход через границу нашей империи в двойных тулупчиках, пронесли под тулупчиками на 2 миллиона рублей брабанских кружев. Не участвуя в этом предприятии сам Чичиков, никаким контрабандистам в мире не удалось бы привести в исполнение подобного дела. После 3 бараньих переходов очутилось у Чичикова и его сотоварища по 400 тысяч капиталу. У Чичикова, говорят, даже перевалилось за 500. Бог знает, до какой громадной цифры не возросли благодатные суммы, если бы какой-то нелегкий зверь не перебежал поперек всему. Черт сбил с толку обоих чиновников. Они что-то не поделили, перебесились, поссорились, и сотоварищ послал на Чичикова тайный донос. Ах, ну, скажите, наконец, что такое мертвые души? Что? Мертвые души? Это все выдумано для прикрытия. А на самом деле, вот что. Он хотел увезти губернаторскую дочку. Говорят, что у них была еще ссора за какую-то бабешку. Свежую, как ядреная репа, по выражению таможенных чиновников. Но что оба они были в дураках, и бабенкой воспользовался какой-то штабс-капитан Шамшарев. Но главное не в этом, а в том, что тайные сношения с контрабандистами сделались явными. Чичикова взяли под суд. Описали, конфисковали все, что у него не было. Удержалось у него 10 запрятанных на черный день. Дюжина 2 голландских рубашек, 5-6 кусков французского мыла, придающего особую белизну кожи. Да небольшая рессорная бричка, в какой обычно ездят холостяки. Но почему же я-то? Зачем на меня обрушилась беда? Эх, барин-то, а? Кто ж теперь зевает на должности? Все приобретают. Несчастным я не сделал никого. Я не ограбил вдову, я никого не пустил по миру. Пользовался я от избытков. Брал там, где всякий брал бы и берет. Не воспользуюсь я, другие воспользовались бы. Почему же я-то? Боже мой. Боже мой. Андрюшка, подавай. Боже мой. Уж этого я никак не могла предположить. А я, признаться, сразу. Как только вы открыли рот. Я смекнула сразу, в чем дело. Ну, каково же после этого, Анна Григорьевна? Институтское воспитание. Ведь вот невинность. Какая невинность? Она при мне говорила такие речи. Ой, нет, у меня не станет духа произнести их. Ну, Машер. Вы знаете, Анна Григорьевна, ведь это просто раздирает сердце. Когда видишь, что достигла у нас, наконец, это безнравственность. Но мужчина от нее без ума. А я, так признаться, ничего не нахожу в ней. Манерно, нестерпимо. Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна, она статуя. Никакого выражения в лице. Как манерно. Как манерно. Боже мой, как манерно.
Кто ее выучил, я не знаю. Но только я не видывала женщины, в которой было бы столько жеманства. Душенька, Анна Григорьевна, она статуя и бледна, как смерть. Ах, что вы говорите, Софья Ивановна? Она румянится, безбожно. А что это вы, Анна Григорьевна? Она мел. Чистейший мел. Милая, я сидела возле нее. У нее румянец в палец толщиной. Закладывай дружки быстро. И отваливается, как штукатурка, кусками, прямо на пол. Моего любимого жеребца. Прямо на пол. Бух, бух, бух. Мать выучила. Сама кокетка. Ну, дочка-то еще превзойдет матушку. Ну, позвольте. Ну, положите сами клятву, какую хотите. Я готова сейчас же лишиться мужа, детей, всего имения. Если у нее есть хоть одна капелька, хоть частица, хоть тень какого-нибудь румянца. А что это вы говорите, Софья Ивановна? Ах, ну какие вы правы, Анна Григорьевна. Я с изумлением гляжу на вас. Ну вот вам доказательство, что она бледна. Ой. Я помню, как теперь сижу я возле Манилова и говорю: посмотрите, какая она бледная. Ой, а наш-то прелестник. Ну до того, как он мне противным показался. Вы даже себе представить не можете, Анна Григорьевна, до какой степени он мне показался противным. Позвольте ручку. Позвольте, Софья Ивановна. Однако же, Софья Ивановна, нашлись некоторые дамы, которые были неравнодушны к нему. Я, Анна Григорьевна? Вот уж никогда вы не можете этого заметить. Но я же не говорю об вас. Почему вы думаете, что я об вас говорю? Никогда. Были и другие дамы. Никогда. Позвольте вам заметить, что я очень хорошо себя знаю. А разве что со стороны иных дам, которые играют роль недоступных. Ну уж, извините, Софья Ивановна. Уж позвольте вам заметить, что за мной таких скандальозностей никогда не водилось. Может быть, за кем-нибудь другим, но за мной, извините. Позвольте вам это заметить. А чего же вы так обиделись? Кто обиделся? Я? Ведь там были и другие дамы. Даже те дамы были, которые первые захватили стул, чтобы сидеть к нему поближе. Хотите чаю? Достаточно? Угу. Анна Григорьевна. Мира. Я только не могу понять одного, как Чичиков, вот человек заезжий, мог решиться на такой отважный пассаж. Не может быть, чтобы тут не было никаких участников. А вы думаете, их не было? Ну а кто, вы полагаете, мог помогать ему в этом похищении? Ну, а вы-то как думаете? Ну, а почему не Ноздрев? Неужели Ноздрев? Конечно. С него станет. Он и родного отца продать может. А еще лучше проиграть в карты. Боже мой, Анна Григорьевна, ну какие интересные новости я узнаю от вас. Ну вот уж никогда не могла предполагать, что Ноздрев мог быть замешан в этой истории. А я всегда предполагала.
Ой, Анна Григорьевна, ну как я вся перетревожилась. Если бы не ваша благосклонность и дружба... Ах, полно, что там. Нет, я бы была бы уже там, на краю погибель. Прошу покорно. И ноздрев. Да. Значит, ноздрев. Ноздрев. Чичиков, губернаторская дочка. Параша, одень меня. Мертвые души, ноздрев, Быстрее, быстрее. дочка. Ну, пошевеливайся, тёмка. Мертвые души, ноздрев, губернаторская дочка. Мертвые души, ноздрев, губернаторская дочка. Андрюшка! Губернаторская дочка, мертвые души, Ноздрев. Так. И обе дамы. Анна Григорьевна, дам приятно во всех отношениях. И Софья Ивановна, ну дам просто приятно. Отправились каждую в свою сторону бунтовать город Н. И с небольшим в полчаса город был решительно взбунтован. Чичиков на коробочку. Силой мужчины. Ноздрев, губернаторская дочка. Чичиков на коробочку. Силой мужчины. А Ноздрев, губернаторская дочка. Чичиков. Похищение. Чичиков, губернаторская дочка. Ноздрев. При лунном свете. Ой, да не. Слышали? Чичиков. Мужчины. А Ноздрев, губернаторская. Чичиков. Фон Чичиков. Может. Губернаторскую дочку и ее маман при лунном свете. Мертвые души. Эти две дуры. Чичиков, понимаешь, Ноздрев. Чичиков сказал, что похитит. Я вас уверяю, что Чичиков масон. Браво! Тогда к чему же похищение? Ведь губернатор мог бы отдать свою дочку за Чичикова и так, да? Потому что Чичиков богат. Нет, все дело в том, что его жена, Жена? его жена, которую Чичиков бросил в Сызрани, и которая страдает от безнадежной любви, написала письмо губернатору. Интересно. Самое трогательное письмо, ища защиты. Губернатор отвечал, что никогда не согласится на брак дочери с Чичиковым. Вот поэтому и похищение. Браво. И вовсе не поэтому, господа. И вовсе нет никакой жены у Чичикова. Будемте сохранять спокойствие, господа. Прошу вас. А дело в том, что, желая наверняка получить руку дочери, он решил начать дело с матери и имел с ней сердечную тайную связь. Ну уж, а потом выступил насчет руки дочери. Уйди! Господи, надоел. Дальше. Что? Ну, дальше. Ну, естественно, мать, испугавшись, чтобы не совершилось преступление против религии, и чувствуя в душе такие угрызения совести, отказала ему наотрез. Да. Вот от чего похищение, господа. А он, значит, Жижиков-то. Да не Жижиков, а Чижиков. Дворянского сословия. Вот так-то. Чижиков. А он, значит, как раз прям на кладбище. На Митрофаневском. Под ангелом белоснежным. При луне. Ну, тут они из могил и пошли. И пошли.
мертвые душу-то. Не на кладбище-то, в Спаленке, в беленькой. И сама-то как ангел светила. А откель мертвые души-то? А откель мертвые души-то? Если душа безгреховная, она ничего не страшится. Где же дурак такой возьмется? Где же дурак такой возьмется покупать мертвые души? Да и на какие такие слепые деньги станет Чичиков этот покупать их? И какому делу приткнешь эти мертвые души? Подарить он ей хотел мертвые души, вот что. Подарить! Да ну, вряд. Ах, презент. Сувенир, значит. Нет, ты скажи, какая причина в мертвых душах? Да какая там причина? И причины-то нет. Это выходит просто андроны едут. Чепуха. Белиберда, сапоги в смятку. Губернаторская дочь, губернаторская дочь, не ходи гулять в полночь, не ходи гулять в полночь, наша умная, разумная, наша умная, разумная. Стали сроки явиться антихристу. Антихрист ендат за 7 морями, за 6 стенами на каменной цепи держится. На цепь-то порвет и всем миром овладеет. Чего же тебе так рыбой-то разит, а? Не к делу. Грядет он, антихрист ендат. Покайтесь! Не опоздать бы, людишки! Один, два, три. Schlecht. Gut, gut. Фистполем. А что если души, купленные Чичиковым, в самом деле мертвый? Ой, а я допустил совершить на них купчую крепость. А что если мертвые души намек на скоропостижное погребение тела сысольских купцов? Помнишь, сольвычегодские купцы их в драке-то уходили? Да повинились. А при повинной этой голове приложили по 4 государственные каждый. Погиб. Погиб. Из-за мертвых душ погиб. Из-за них. Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить. Ради Бога, Иван Андреевич! Оставьте ваше хождение! Извините, господа. К нам едет новый генерал-губернатор. О, Господи. А знаете ли вы, господа, что за одни эти бог знает какие слухи, что бродят по всему городу о Чичикове, о мертвых душах? Он может вскипятить всех нас не на жизнь, а на смерть. Дай мне их, генерал-губернаторов! Их, может быть, 3-4 переменилось. А я вот уже 20 лет, сударь, ты мой, сижу на своем месте. Тебе хорошо, Штрехензедеич Иван Андреевич. Твое дело простое, принять да отправить экспедицию
А тут ему-то что? Да разве только надует, закрыв на час отделение раньше. Да с купца прошение там подать какое-нибудь, взять деньги. Вот и все. Конечно, тут и всякий святой будет. Вот пусть к тебе повадится черт подвертываться всякий день под руку. Так что и не хочешь брать, а он сам сует и берешь. Вот именно черт. Ну, тебе-то, брат, с полгоря. У тебя один сынишка. А тут, брат Проскоя Федоровна, Бог наделил такой благодатью. Что ни год, то несет. Что ни год, то несет. То Проскушку, то Петрушку. Здесь, брат, уже другое запоешь. Ну вот. Предписание. По дошедшим показаниям и донесениям в нашей, господа, губернии находится делатель фальшивых ассигнаций, скрывающийся под разными именами. Немедленно учредить строжайшее разыскание. Ну что же вы, Алексей Иванович? Не, ну позвольте. И вот еще. В связи с розыском бежавшего от законного преследования разбойника. О, Боже! Задерживать немедленно всякого находящегося в нашей губернии подозрительного человека, не предъявляющего никаких свидетельств и паспортов. Ну что же вы, Алексей Иванович? Я готов, Петр. Так что, господа, насчет похищения губернаторской дочки, это все вздор и вздор, господа. Вздор, достойный забвения. Да это все баба врут, Петр Петрович. Это дело-то более такое гусарское, нежели гражданское, правда? Ну да, слушай, господа, баба это мешок. Что положишь, что и несет. А уж вот насчет делания фальшивых денег, этого о Чичикове сказать нельзя. Наружность вполне благонадежная. Ну, нет, Чичиков он не того, нет. Да. Ну, а тем более, чтобы был он разбойником. Да и в разговорах его не было ничего такого, что показывало бы человека с буйными поступками. Да, это все так, но однако же при всем при том, кто же бы он был на самом деле? Если припомнить, он очень как-то неясно отзывался насчет собственного лица. А? Погодите, помнится, он мне говорил, что потерпел по службе за правду. Вот, господа, ведь насчет правды он верно говорил. А правда-то бывает разная, господа. Да. И насчет незначащего червя. Да, и выразился даже, будто имел много неприятелей, покушавшихся даже на самую жизнь его. Стало быть, жизнь его была в опасности, стало быть, его преследовали. Стало быть, совершил же он что-нибудь такое эдакое. Верно, верно. Стало быть, его преследовали, стало быть, его жизнь была в опасности. Да кто же он в самом деле? Ведь должен же он, ну, чем-нибудь быть, наконец. За что же другие благоденствуют? И почему я должен пропасть червем? И что я теперь? Ой, куда я гожусь? Какими глазами я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному отцу семейства? Ой. Как не чувствовать мне угрызений совести, зная, что даром применю землю. И что скажут потом мои дети, которых я собираюсь приобрести? Вот скажут: отец скотина, даже не оставил нам никакого состояния. Вот это и называл наш герой впоследствии: претерпеть по службе за правду. Теперь, после таких бурь, испытаний, превратностей судьбы, казалось, наш герой удалится с оставшимися кровными 10 тысячонками в какое-нибудь мирное захолустье и заклёкнет там навеки в ситцевом халате, у окна низенького домика, по воскресным дням разбирая драку мужиков или
Для освежения пройдясь в курятник, пощупать лично курицу, назначенную в суп. Но так не случилось. Деятельность никак не умирала в голове его. Там все что-то хотело строиться и ждало только плана. Я-то думаю, господа, что не если Чичиков чиновник, подосланный от нового генерал-губернатора для произведения тайного следствия. Да нам нужно уяснить только одно, господа, только одно. Поймите вы, только одно. Таков ли Чичиков человек, которого нужно задержать и схватить как неблагонадежного? Я готов, Петр. Или же он такой человек, который может сам схватить всех нас и задержать как неблагонадежный? Вот именно, господа. Вот именно. Да знаете ли вы, господа, кто таков Чичиков? Кто? Так кто же он такой? Не знаете? Ты не знаешь? Да ведь он, господа, сударь мой, никто другой, как капитан Копейкин. А кто такой Подождите. Как? Вы не знаете, кто такой капитан Копейкин? Да не знаешь же, кто такой? Не слыхали? Капитан Копейкин. Да ведь это, впрочем, если рассказать, выйдет призанимательная для какого-нибудь писателя в некотором роде целая поэма. Оставьте вы ваши поэмы. Дело не шуточное. Ближе к делу, Иван Андреевич. Слушайте, господа. После окончания кампании 12-го года, сударь ты мой, вместе с ранеными прислан был и капитан Копейкин. Надо сказать, что тогда еще насчет раненых не было сделано никаких, знаете, эдаких распоряжений. Этот какой-нибудь инвалидный капитал, можете представить себе, был заведен в некотором роде гораздо после. Так вот, под Красным ли или под Лейпцигом, только можете вообразить, ему оторвало руку и ногу. Вернувшись в Отечество, Копейкин видит, нужно работать будет. Только рука-то у него, понимаете, левая. Отец ему говорит: мне нечем тебя кормить. Я, можете представить себе, сам едва достаю хлеб. И вот мой капитан Копейкин решился отправиться, сударь мой, в Петербург, чтобы просить государя, не будет ли какой монаршей милости, что вот где так и так, в некотором роде, так сказать, жизнью жертвовал, кровь проливал. Ну, как-то там с обозами или фурами казенными, словом, дотащился он, сударь мой, кое-как до Петербурга. Можете представить себе, эдакой какой-нибудь капитан Копейкин и очутился вдруг в столице, которой подобной, так сказать, нет в мире. Вдруг перед ним свет, так сказать, некоторое поле жизни, сказочный Шахерезад. Вдруг эдакой, можете представить себе какой-нибудь Невский проспект, или там какая-нибудь Гороховая, черт возьми, или там шпица какой-нибудь в воздухе. Мосты там висят, таким чертом, можете представить, без всякого, то есть прикосновения, словом, Семирамида, сударь, да и полно. А у моего капитана Копейкина весь ассигнационный банк, понимаете, состоит из каких-нибудь 10 синюк. Ну, приютился как-то там в Левенском трактире за рубль в сутки. Обед, щи, кусок битой говядины. Видит, заживаться нечего. Говорят, есть в некотором роде высшая комиссия. Правление, понимаете? Это. И начальником генерал-аншеф такой. И вот мой Копейкин, вставший поранее, поскреб себе левой рукой в бороду, потому что платить цирюльнику это составит в некотором роде счет. Натащил на себя мундиришку и на деревяшке своей, можете вообразить, отправился к самому вельможу, к министру. Расспросил квартиру.
Вон, говорят, указав ему дом на Дворцовой набережной. Избенка. Там один швейцар уж смотрит генералиссимусом. Копейкин мой втащился кое-как в приемную. Прижался там в уголку себе, чтобы не толкнуть локтем. Можете представить себе какую-нибудь Америку или Индию, раззолоченную, понимаете, фарфоровую вазу эдакую. Ждет мой Копейкин часа 4. Как вот, наконец, входит адъютант. Генерал, говорит, сейчас выйдет в приемную. И вдруг по комнате, понимаете, пронеслась чуть заметная суета, как эфир какой-нибудь тонкой. И, наконец, тишина настала страшной. Вельможа входит. Ну, можете представить себе, государственный человек. Ну, в лице, так сказать, сообразно с званием. Понимаете, с высоким чином, понимаете, такое выражение, понимаете, все-таки... Здравствуйте. Что вам угодно? Что вам угодно? Зачем вы? Что у вас? Зачем вы? Что у вас? Зачем вы? Что у вас за дело? Что вам угодно? Наконец подходит к Что вам Копейкину. угодно? Что вам угодно? Так и так. Ваше высокопревосходительство проливал кровь, лишился в некотором роде руки и ноги. Да. Работать не могу. Осмелюсь спросить монаршей милости в рассуждении пенсиона. Министр видит. Человек на деревяшке. И правый рукав пустой пристегнут к мундиру. Ну, понаведайтесь. Очень хорошо. Понаведайтесь на днях. Надо помочь. Благодарю, ваше высокопревосходительство! Ура! Копейкин мой выходит чуть не в восторге. Одно то, что удостоился аудиенции, так сказать, с первостатейным вельможей, а другое то, что вот, наконец-то, решилась насчет пенсиона. В духе таком, понимаете, подпрыгивает по тротуару, зашел в Палкинский трактир, выпить рюмку водки. Пообедал, понимаете, в Лондоне. Приказал подать себе котлетку с каперсами, кулярку спросил с разными финтерлеями. Спросил бутылку вина. Одним словом, кутнул. В вечеру отправился в театр. На тротуаре видит, идет какая-то стройная англичанка. Как лебедь, можете представить себе? А такой Копейкин мой, кровь, ты знаете, разыгралась в нем. Побежал был за ней на своей деревяшке. Трюх следом. Да нет, подумал, нет. Пусть после, когда получу пенсион. Теперь уж я что-то расходился слишком. Вот, сударь мой, дня через 3-4, как было сказано, является Копейкин мой снова к министру. Дождался выхода. А, это вы? Хорошо. Вам нужно будет ожидать приезда государя. Тогда, без сомнения, будут сделаны распоряжения насчет раненых. А без монаршей воли, так сказать, я ничего не могу сделать. И поклон, понимаете, и прощайте. А у моего капитана Копейкина
из 7 так. Понимаете, остались только одна в кармане. Словом, голодает бедняга. А аппетит, между тем, просто волчий. Проходит мимо милютинских лавок. А там из окна выглядывает в некотором роде семга эдакая. Вишенки. Что ты? По 5 рублей штучка. Арбуз громадище ищет дурака, который бы заплатил 100 рублей. Словом, на каждом шагу соблазн такой, что просто слюнки текут. А он слышит, между тем, все завтра. Ну, можете вообразить, каково его положение. Тут, с одной стороны, так сказать, семга и арбуз, а с другой стороны, завтра. Наконец, сделалось ему, бедняги, в некотором роде не втерпешь. Приходит он, сударь мой, снова на Дворцовую набережную. Решился пролезть штурмом, понимаете. Это вы? Ведь я уже объявил вам, что вы должны ждать решения. О! Ваше Высокопревосходительство! Я не могу ждать! Последний кусок доедаю! Что же делать? Я для вас ничего не могу сделать. Старайтесь пока помочь себе сами. Ищите сами средства. Но, ваше Высокопревосходительство, сами можете в некотором роде судить, какие средства могу сыскать, не имея ни руки, ни ноги. Но согласитесь, я не могу вас содержать на свой счет. У меня много раненых, и все они имеют равное право. Вооружитесь терпением. Приедет государь, его монаршая милость вас не оставит. Как хотите, ваше Высокопревосходительство! Не сойду с места до тех пор, пока не дадите резолюцию! Ну, можете представить, отвечать таким образом министру. Вельможа, размер каков? Генерал-аншеф и какой-нибудь капитан Копейкин. 90 рублей и 0. Хорошо, говорит. Если вам здесь дорого жить, и вы не можете в столице покойно ждать своей участи, то я вас вышлю на казенный счет. Позвать фельдъегеря. Припроводить его на место жительства. «Но!» – закричал капитан Копейкин. Уж как его доставили и куда именно привезли, ничего этого неизвестно. И слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения. В какую-нибудь лету, как говорят поэты. Позвольте. Фини-то где? Позвольте, господа. Вот тут-то и начинается, можно сказать, нить. Завязка романа. Так. Куда делся Копейкин, неизвестно. Но не прошло и 2 месяцев, как в рязанских лесах появилась шайка разбойников. И атаман-то этой шайки был никто другой, как капитан Копейкин.
То есть Чичиков. 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 Видно, и до нас из рязанских лесов дошел. Постой. Позволь, Иван Андреевич, ты вроде говорил, что капитан Копейкин без руки и без ноги. Но Чичиков-то вроде. Кто без руки? Как? Чичиков? Кто или без ноги? Кто? Копейкин? Кто? Чичиков. Ах, я телятина. Как же это не пришло мне в голову с самого-то начала? Люди же серьезным делом! Позвольте, господа. Впрочем, в Англии я читал по газетам. Изобрели деревянные ноги. При одном прикосновении к незаметной пружинке эти ноги уносили человека бог знает в какие места. Так что после отыскать его нельзя было. Кто в Англии? Да к делу, господа! Ну нельзя же так на самом деле, господа! Ну что же это такое? Ну, что ты далеко хватил, Иван Андреевич. Господа, а не есть ли Чичиков переодетый Наполеон? Ну что вы, Иван Григорьевич! Вы подумайте, господа. Да. Ведь ежели Чичиков поворотится и станет боком, очень он сдает на портрет Наполеона. Ведь это идея, господа. Так. Да и ростом Наполеон ничуть не выше Чичикова. И склад фигуры, нельзя сказать, чтобы толст, но не так, чтобы тонок. Это, однако ж, ни с чем не сообразно, господа. Где это все видано автором? Что невозможно, чтобы чиновники так могли сами напугать себя. Создать такой вздор, напустить такого тумана, так отдалиться от истины, когда даже ребенку видно, в чем дело. И кто таков Чичиков? И все чиновники оказались дураками у автора. А главный дурак, прокурор, нашел от чего помереть. Пришел домой и стал думать о мертвых душах и о Чичикове. Думал. Да как сидел, так и хлопнулся навзничь. Явно погрешил. Что вы, господа? Да у него дурак едет на дураке и дураком погоняет. Спокойнее, господа, спокойнее. Вам, читателям, легко судить, глядя на события из своего спокойного угла, со спокойной совестью, как говорится, со стороны. А там, в гуще событий, человеку бывает виден только близкий предмет. Во всемирной летописи человечества много и целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил, как глупые и ненужные. Много свершилось в мире заблуждений, которых теперь, казалось бы, не сделал бы и ребенок. Какие непроходимые, глухие, узкие, уводящие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины и гармонии, когда перед ним весь был открыт прямой путь, озаренный солнцем и освещенный всю ночь огнями, но мимо него в глухой темноте текли люди. И сколько уж раз, наведенные нисходящим с небес смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбить в сторону.
умели вновь среди бела дня попасть в непроходимые захолустья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели таки добраться до пропасти, чтобы потом спросить с ужасом друг друга, где выход, где дорога. Видит теперь все ясно текущее поколение. Смеется неразумию, дивится заблуждением своих предков. Не видя, что небесным огнем исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква, что устремлен отовсюду пронзительный перст на него же, на него, на сегодняшнее поколение. Смеется сегодняшнее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых страшных заблуждений, которым, может быть, посмеются и над которыми, быть может, ужаснутся когда-нибудь потомки. О, какие пошли писать леса. Какой стал гадкой. Так, ну пора. Пора. На свежий воздух, в поле чисто, где речка блещет серебристо. Не приказано принимать. Ты что? Ты, видно, не узнал меня? Ты всмотрись хорошенько. Как не узнать? Не впервые вижу. Именно вас и приказано не принимать, а других можно. Как? А от чего? А почему? Таков приказ его превосходительства. Так, видно, быть должно. Да. Не приказано принимать. Нет дома. Иван Андреевич. Павел Иванович. Да, Иван Андреевич. Сударь вы мой. Видите ли... Похож. Иван Андреевич. Иван Андреевич. Похож. Простите. Простите. Почтеннейший, опаздываете. Ой, простите, о заложении в опекунский совет у меня. О заложении? Да. Прошу. По вручении доверенности майора в отставке помещика Персианова хочу хлопотать о заложении нескольких сот крестьян в опекунский совет. Да только вот имение поручителя расстроено в последней степени скотскими падежами, неурожаем, повальными болезнями, истребившими лучших крестьян.
почти половина крестьян вымерла. Так, чтобы не было потом никаких претензий, привязок по закону. Да. Но ведь они по ревизской сказке числятся. Числятся. Ну так чего же вы так оробели? А? Ведь умершие крестьяне по ревизской сказке числятся живыми. Ну, один умер, другой родится, а все в дело годится. Ну? Ах, Яким, простота! Еще рукавицы, а обе за поясом. Да ведь это Колумбово яйцо, Ньютоново яблоко. Виктория, победа! Да накупи этих всех, которые вымерли. Пока еще не подали новых ревизских отчетов. Приобрети их, положим, 1000. Да, опекунский совет даст по 200 рублей за душу. Вот уже 200 000 капиталу. А если 500? Теперь время самое подходящее. Эпидемия была недавно. Народу по губерниям вымерло, слава богу, немало. Ой. Да, это, конечно, трудно, хлопотливо. Ой. Да ведь даже человека на что-нибудь ум. Вот на что ум. Вот на что ум. Ой. Эх. Чему бы какой-нибудь не спаслал бы Господь. Да главный предмет торговли покажется всем совершенно невероятным. Мертвые души. Мертвые души! Иван! Мертвые души! Мертвые души. Да, никто не поверит. Правда, без земли нельзя ни купить, ни заложить. Да ведь куплю я их на вывод. На вывод. Теперь земли в Таврической и Херсонской губернии отдаются даром. Только заселяй. Туда я их всех и переселю. Ведь даже человеку на что-нибудь ум. Вот на что ум. Туда их всех переселю. Покойничков православных. Пусть там все живут. Законным образом. С Богом. В Херсонскую. Херсонский помещик. Херсонский помещик. Вот, говорит, пословица: для друга 7 верст не околится. Прохожу мимо, да и думаю себе заеду. Верно, не спит. А ведь ты такой подлец. Никогда ко мне не зайдешь. Вот хорошо, что у тебя на столе чай. Пью с удовольствием. Сегодня за обедом объелся всякой дряни. Чувствую, что уже начинается в желудке возня. Прикажи ко мне набить трубку. Где твоя трубка? Ты ведь знаешь, что я не курю трубки. Пустое, будто я не знаю, что ты куряка.
Эй, как бишь зовут твоего человека? Эй, Вахромей! Послушай! Да не Вахромей, Петрушка. Как же? У тебя ведь прежде был Вахромей. Не было у меня никакого Вахромея. Ах да, ты. Это у Деребина Вахромей. Вообрази Деребину, какое счастье. Тетка его поссорилась с сыном за то, что женился на крепостной, и теперь записала ему все имение. Я думаю себе, вот если бы эдакую тетку иметь для дальнейших. Да что ты, брат, так отдалился от всех? А ведь признайся, брат, ведь ты, право, приподло поступил тогда со мною. Помнишь, как играем в шашки? Ведь я выиграл. Да. Да, брат, да. Я выиграл. Ты просто подедюрил меня. Да ведь я, черт меня знает, никак не могу сердиться. Вот на медне с председателем. Вообрази, Чичиков. Ах, да. Я тебе должен сказать, что все в городе против тебя. Они думают, что ты делаешь фальшивые бумажки. Да, пристали ко мне. Да я за тебя горой. Наговорил им, что с тобой учился, и отца знал. Ну и уж нечего говорить, слил им пулю порядочную. Я делаю фальшивые бумажки? Зачем ты, однако, напугал их? Они, черт знает, с ума сошли со страху. Нарядили тебя в разбойники и шпионы. А прокурор вообще с испугу умер. Завтра будет погребение. Ты будешь? Они, сказать по правде, боятся нового генерал-губернатора. Ну, чтобы из-за тебя чего-нибудь не вышло. Ну, рыл ты в пуху. А ты, однако, Чичиков, рискованное дело затеял. Какое рискованное дело? Довести губернаторскую дочку. Я? Да ты что? Да вы что? Что это? Что это? Я, признаться, ждал этого, ей-богу, ждал. В первый раз, как только заметил вас вместе на бале, ну, думаю себе, уж Чичиков-то верно недаром. Впрочем, напрасно ты сделал такой выбор. Я ничего не нахожу в ней хорошего. А есть одна. Родственница Бекусова, сестры его дочь. Так вот уж девушка. Чудо-калинкор. Да что ты? Что ты путаешь? Как? Ну, как увести губернаторскую дочь? Ой, да что ты? Полно, брат, полно. Экий скрытный человек. Да уж весь город говорит. Я, признаюсь тебе, с теми пришел. Изволь, я готов тебе помогать. Сейчас и поедем. Вахромей, одеваться барину. Так и быть. Подержу венец тебе. Коляска переменной лошади будут мои, но только с уговором. Ты должен дать мне 3000 взаймы. Нужны, брат. Хоть зарежь, нужны. Какой венец? В селе Тухмачевке отца Сидора Какой я припугнул. венец? Отца Сидора я припугнул, обещался донести, что перевенчал лобазника Михаила на куме. Согласился за 75 рублей пособвенчать. Ямщик, епишка. 3000, брат. Хоть зарежь. Охраней! Охраней, черт, одевай барина! Ты что? Ты что несешь? Ты что? Ты что, Чичиков, ты что? Ты просишь займы! Изволь! Да ведь ты такой человек, ты ведь Ракали не вернешь. Я тебя узнал. Я? Как честный человек? Еще
Печатку прибавлю в придачу. Да врешь ты, врешь! 3000. Я бы больше дал. Да ведь тебе никак верить нельзя. Такой правошельник. Хорошо. Не веришь? Так вот, нарочно. Печатке прибавлю того щенка. Да плевать я на щенка! Будь по-твоему, завтра зайди об эту пору. Хоть и знаешь, что не отдашь, ну, такой же мой характер. А сейчас ступай, ступай. При мне рубля нет, завтра получение. Все. Ну, душа, пусть это пока полежит у тебя. Давай, давай, иди. А щенка я тебе завтра привезу. Вези, только блох не напусти. Петрушка! Собираться! Слушаюсь! Живо, живо! Слушаюсь! С телефона ко мне! Слушаюсь! Ой, быть готовым на заре. Завтра в 6 часов выехать из города непременно. Так. Чтобы все было пересмотрено. Пересмотрим. Бричка подмазана Подмажу. лошади. Понял? Слушаюсь, полночь. Что означало это почесывание в затылке? Что оно вообще значит? Досадливо на то, что вот не удалась намеченная на завтра сходка со своим братом в неприглядном тулупе, опоясанным кушаком где-нибудь в царевом кабаке. Или завязалась уже в новом месте какая-нибудь зазнобушка сердечная. И приходится оставлять вечернее стояние ворот, политичное держание за белые ручки в тот час, как нахлобучиваются на город сумерки. Детина в красной рубахе бренчит на балалайке перед дворовой челядью и плетет тихие речи, разночинный и отработавшийся народ. Или просто жаль. Жаль оставлять уже отогретое место на людской кухне, под тулупом, близ печи, да щей с гадским мягким пирогом. С тем, чтобы вновь тащиться под дождь, слякоть и всякую дорожную невзгоду. Бог весь не угадаешь. Многое разное, значит, у русского народа. Почесывание в затылке. Ах ты, чушка! Чурбан! Как не готова? Полвать. Лошадей надо будет ковать. А что ж ты прежде об этом не сказал? Что, разве не было времени? Время-то было, да позвольте доложить. Вперед у брички совсем расшатался. Так что она, мабыть, и 2 станций не сделает. Ты подлец! Подлец! Вот и колесо. Шину придется перетягивать, потому что дороги теперь такие ухабистые. Щебень такой пошел. Подлец, убить ты меня собрался, а? Зарезать меня хочешь? Ай, на большой дороге меня собрался зарезать? Чушка, разбойник, страшилище морское, а? 3 недели сидели на месте, хоть бы заикнулся беспутный. А теперь к последнему часу и пригнал.
Когда уже почти на чеку сесть бы да ехать поскорей, тут ты напакостил. Отвечай, знал об этом прежде? Отвечай, знал? А? Знал. Что ж ты не сказал? Так, ступай, приведи кузнеца, чтобы в 2 часа все было готово. Слышишь? Слушаю. Непременно в 2 часа. А то я в бараний рог согну, узлом завяжу. Ой. Вот и Чубарова бы право надо продать. Потому что он, Павел Иванович, подлец, да. Да, вот, побегу, пойду на рынок продавать. Он такой конь, что не приведи бог. Просто помеха, Павел Иванович. Это он с виду казистый. А на самом деле вот такой лукавый конь. Это такой конь, что не приведи бог, Павел Иванович. Это такой конь, что никогда, нигде... Дурак, еще пустился в рассуждение. А ну пошел скорее, ступай. Нигде, никогда, Павел Иванович, такого коня нету нигде, не видел. Прошу. Слава тебе, Господи. Трогай. О, пошли! Московские обыватели! Ну, пошли! О! Любезные! Пошли! Видишь, какое колесо. Что, думаешь, доедет то колесо в Москву, если б случилось, или не доедет? Доедет. А в Казань-то, я думаю, не доедет. В Казань не доедет. Угу. Ну, милые, пошли! Пошли, Кого хоронят? Кого хоронят? Прокурора! Прокурора. Не кланяться, не признаваться никому. Поворачивай. Ну, пошли, пляши у меня, ну-ка, ну, пошли, милые, Кого хоронят? Кого хоронят? Прокурора! Только теперь все с соболезнованием узнали, что у покойного точно была душа. Хотя он по скромности своей никогда ее не показывал. Прокурор лежал с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал? Зачем он жил? Или зачем умер? Один Бог ведает. Это, однако же, хорошо, что встретились похороны. Это, говорят, счастье, если встретишь покойника. Родимые, милые, пошли. И опять по обеим сторонам столбового пути вновь пошли писать версты. Станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим с постоялого двора с овсом в руке.
Пешеход в потертых лаптях, плетущийся за 800 верст. Городишки, выстроенные живьем, с деревянными ловчонками, мучными бочками, лаптями, калачами, прочей мелюзгой. Шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные по ту сторону и по другую, помещи рыдваны. Солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик со свинцовым горохом и подписью такой-то артиллерийской батареи. Зеленые, желтые и свежеразрытые черные полосы, мелькающие по степям. Затянутая вдали песня. Сосновые верхушки в тумане, пропадающие далече колокольный звон и горизонт без конца. Русь! 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 Вижу тебя. Из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу. Бедно разбросано и неприютно, открыто, пустынно и ровно все в тебе. Как точки, как значки неприметно торчат среди равнин невысокие твои города. Ничто не обольстит и не очарует взор. Но какая же непостижимая тайная сила влечет к тебе? Почему слышится немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей от моря до моря песня? Что в ней, в этой песне? Что так зовет, рыдает и хватает за сердце? Что пророчит твой необъятный простор? Грозно объемлет меня могучее пространство. Ух, какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль. Русь. Держи! 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 Держи, дурак! Держи! Остановись! Куда воротишь? Куда? Где глаза-то, стенки твои, где? О, да! Спит наш герой. Крепко спит. Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился читателю. Но читатели, однако, потребуют все же, может быть, заключительного определения одной чертой. Кто же наш герой относительно качеств нравственных? Что он не герой, исполненный совершенств и добродетель, это видно. Кто же? Стало быть, подлец? Подлец. И, конечно, подлец Чичиков. Подлец. В этом нет никакого сомнения. Виден откровенный подлец. Отъявленный подлец. Сразу видно. И, конечно, Чичиков подлец, тут нет никакого сомнения. Вообще во всех поступках виден откровенный подлец. Да почему ж подлец-то? Зачем же быть так строго к другим? Теперь у нас подлецов не бывает. Есть люди приятные, благонамеренные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиономию под публичную оплеуху. Ну, а ты ж с каких-нибудь 2, 3 человека на всю Россию. Да и те уже теперь говорят о добродетели. Нет. Справедливее всего назвать Чичикова приобретатель. Да ну что ты? Что? Гусь ты. Как ты едешь? Как? Что спишь? Ой, погубитель мой. Продать его право, Павел Иванович. Давай. Это такой Давай, конь. порассуждай меня. Это такой конь, такой лукавый конь. Давай, Подлец он, Павел Иванович. Продавать давай, надо потрагивай. с концом. Милые, ну пошли, а? У всех у нас сейчас нет такой охоты, такой страсти подвязаться для добра, какова есть для приобретения имущества. Из-за приобретения всегда производились и производятся дела, которым свет дает название
не очень чистых. Так хорошо ли? Надо ли и зачем выводить эти типы на свет? Ты дай образец молодому поколению. А то одни Собакевичи, Коги и Магоги. Да ноздрёвы, ракальные эдакие. Пустейший Манил. Заплатанный Плюшкин, прореха на человечестве. А прокурор? Ну что это такое? Дурак? Господа, но ведь ни одного же истинного лица. Все какие-то карикатуры. В натуре этого нет. Поверьте мне, я лучше знаю. Да, мои добрые читатели, вам не хотелось бы видеть обнаруженную человеческую бедность. Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в хозяйстве идут скверно? Говорит помещик своему приказчику. Я это, брат, знаю и без тебя. Ты мне дай позабыть, не знать этого. Я тогда счастлив. Пусть лучше позаботимся мы. Думаете и вы, мои добрые читатели. Да, но хорошо ли это выводить на свет, провозглашать об этом? Разве мы и сами не знаем, что есть много презренного и глупого в нашей жизни? Однако же кое-что автор и ловко подметил. Отдать ему справедливость. Должно быть веселого нрава человек. Верно, книжка очень-очень кудряво написана. Кудряво-то кудряво. Да вот то печально, господа, что автор сразу, видно, не патриот. Да. Вот ведь это все, что автор в книжке не описал, ведь это все наше. Родной. Что подумают и скажут иностранцы? Разве нам не больно? Думают, разве мы не патриот? Нет. Не патриотизм. Не горячее чувство суть причины ваших обвинений. Мои добрые читатели. Другое скрывается под ним. Сказать что? К чему таить слово? Кто ж, как не автор, должен сказать святую правду? Кто из вас, мои добрые читатели, полный христианского смирения, негласно, а в тишине, один, в минуты уединенных бесед с самим собой углубит вовнутрь собственной души сей тяжелый вопрос. А нет ли во мне саму какую-нибудь пакость? Собакевича, Плюшкина, Ноздрёва, Чичикова, и не захочет всеми силами сделаться лучше, достойней звания человека. Вы боитесь глубоко устремленного взора. Вы страшитесь сами устремить на себя или на что-нибудь глубокий взор. Вы любите скользнуть по всему недумающими глазами. Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал? Не так ли и ты, Русь, что
что бойкая, необгонимая тройка несешься. Что означает это наводящий ужас движение? Что за неведомая сила заключена в неведомых светом конях? Кони, кони! Что за кони вихрились сидят в ваших гривах? Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Дай ответ. Не дает ответа. Thank you.